Специалисты продолжают наблюдать за состоянием земляного оползня, сошедшего на участок трассы Анабар. Напомним, сход глинопесчаной смеси произошел в районе бывшего хвостохранилища фабрики номер 5. Этот производственный объект закончил свою работу в 2004 году, после чего был проведен комплекс работ по выводу из эксплуатации хвостохранилища. Корреспонденты из Мирного заглянули в историю и вспомнили основные вехи и принципы работы «пятерки». Подробности далее. Составить картину о том, как выглядела пятая фабрика, сегодня можно по фотографиям. Этот производственный объект отработал свои возможности и был ликвидирован в 2000-х годах. Чтобы понимать, какие задачи стояли перед коллективом, стоит заглянуть в 1962, когда она была введена в эксплуатацию. В те годы советская алмазная промышленность делала свои первые шаги. Применялись классические технологии обогащения. Размыв алмазоносных песков производился под высоким давлением водобойным снарядом, гидромонитором. Второй этап – их дезинтеграция – отделение тонких шламов частиц песка от гальки с помощью скруберов или бутар. Все это технологии, основанные на механическом воздействии воды. Так осуществлялась промывка песков месторождения водораздельные галечники. Акт на ликвидацию хвостохранилища пятой фабрики подписан в 2010 году. Весь комплекс мер на обеспечение безопасности был выполнен. С 2005 года акционерная компания «Алроса» занималась отработкой техногенного месторождения, сформированного хвостами. Был проведен анализ Белгородским институтом, на который есть заключение. Уже на тот момент, в 2010 году, хвостохранилище или пляжная часть хвостохранилища была заросша кустами. Посему можно было сделать, и он был сделан, этот вывод, в заключении о том, что производство работ горных по выемке насыпной части пионерной дамбы – это работы безопасные. Хвостохранилище – намытый слоями песок. Это неотъемлемая часть пейзажа в местах, где ведется добыча алмазов. Службы компании и природоохранные организации проводят системный мониторинг состояния хвостохранилища. И каких-либо отклонений здесь выявлено не было. Наверное, все-таки природное явление, так как, исключив эксплуатацию данного хвостохранилища, все-таки вечная мерзлота начала наращивать свою мощность. И тем самым где-то после высачивания воды из пород уложенных произошел как раз вот этот вот прорыв за счет повышения давления. Но это только предположение. Это только предположение, совершенно верно. Сейчас ведется постоянный мониторинг состояния оползня. До конца этой недели должен быть представлен план мероприятий по расчистке данной территории.